Традиционная игра «Зорница» состоит из нескольких этапов, заключающихся в преодолении полосы препятствий за счет физической закалки, упорства и стремления оказаться лучшим. В городских соревнованиях приняли участие ребята из 11 школ города. Успешное выступление команды зависело от каждого из них. Как признаются преподаватели основ безопасности жизнедеятельности, участие в этой игре еще один шаг подготовки юношей к служению в армии. Зорница традиционная, но в этом году она более, так скажем, очень в обновленном варианте, так как у нас возрождается новое движение «Юнармия». И вот наши юнармейцы школ выставляют самых лучших своих участников в команды, где будут показывать строевую выправку, физическую подготовку, умение обращаться с автоматом, умение метать гранату. То есть это все способствует развитию нашей молодежи. С поставленными в рамках «Зорницы» задачами ребята справились. Для большинства из них соревноваться в искусстве военно-прикладного дела уже не впервой. Многие юноши и девушки занимаются в военно-патриотических кружках и участвуют в полевых сборах. Все это помогает им лучше узнать военное дело, уметь ориентироваться по карте, выстраивать тактику боя. Ну и, конечно, это вырабатывает выносливость, силу и ловкость. Лучшие результаты по итогам прошедшей «Зорницы» показали воспитанники клуба «Пламя» из лицея номер 9. Им был вручен переходящий кубок военного комиссара по городу Сибай и Хайбулинскому району. Теперь ребята готовятся к зауральскому этапу военно-патриотической игры, который состоится в нашем городе в конце апреля. Ринат Музафаров, Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.